Задержанный в Крыму украинский диверсант на самом деле работает водителем. ФСБ распространяет видео с задержанием якобы украинского разведчика Евгения Панова. Однако родственники утверждают, что он не военный и к Министерству обороны Украины не имеет никакого отношения. На границе с Крымом Россия задержала 7 человек по обвинению в подготовке терактов на важных для инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма объектах. В российских СМИ появилось видео со взрывчаткой, которую якобы изъяли у группы украинских диверсантов. Позже видео с задержанием Евгения Панова. Как заявили российские спецслужбы, именно он был одним из организаторов подготовки террористических актов. В свою очередь, родственники обвиняемого отрицают любую причастность Евгения к Министерству обороны Украины. Представители Минобороны говорят, что никаких диверсионных операций с украинской стороны не планировалось и не осуществлялось. Ця заява цілком вписується в той сценарій навчання, який реалізовується. Фактично на сьогоднішній день Збройні Сили України виконують завдання на півдні нашої країни у плановому режимі. У нас там достатня кількість сил та засобів. Але заяви з приводу того, що нібито якісь диверсійні групи за підтримки артилерії, танків виконували завдання вздовж адміністративного кордону між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією Криму – це маячня. Евгений воевал в АТО. Сейчас работает в транспортном отделе на Запорожской АЭС. Говорят, собирался с друзьями за город отдохнуть. Взял выходной за свой счет. Позже связь с ним пропала. Он уехал в субботу утром, в эту, прошлую субботу, и должен был вернуться в понедельник. Он на понедельник взял за свой счет на работе, то есть все знали, то есть он взял так, чтобы еще плюс один день, да. Он возвращается в понедельник, во вторник выходит на работу. То есть он вам сказал, что поехал отдыхать? Да. То есть, вообще абсолютно, ничего там такого странного, необычного абсолютно не было. То есть российские каналы показали, как моего брата в Крыму ведут в наручниках побитого и объявляют, что это террорист, понимаете? То есть у них там какая-то большая победа, они, короче говоря, поймали какого-то террориста. Родственники задержанного написали заявление в отделение полиции. Правоохранители завели уголовное производство по факту похищения Евгения Панова. Лидия Полянская, Заман, АТР.